Перед проверкой в УВД Гагрского района состоялось совещание с участием специалистов Минтуризма, главного санитарного врача Гагрского района и депутатов районного собрания. Исполняющий обязанности начальника УВД Гагрского района Юрий Агрба рассказал о проведенных мероприятиях в связи с распространением COVID-19. Более 60 объектов находятся на контроле у Гагрской милиции. Нами была проделана большая работа, было совместно с санэпидстанцией, со службами, с другими, с администрацией города перечислены 60 объектов, из которых Гагранские 20, Цандрибш у нас 19 объектов, Пицунда 17 и Бзып 12 объектов, которыми под роспись, под расписку обязовывали, чтобы они принимали меры ограничительные, дистанцию, распылители, масочный режим, чтобы в больших магазинах, где у нас создаются очередь выносили на улицу. По словам главного санитарного врача Гагрского района Эмины Язычева, в объектах размещения были ознакомлены с рекомендациями о правилах поведения в условиях риска заражения COVID-19. К сожалению, в основном нарушения выявляются в небольших объектах, в частных домах. Большие наши здравницы, санатории, в основном они соблюдают рекомендации, не проводят мероприятий массовых, стараются соблюдать эти меры. Скорость распространения инфекции замедлить, что позволит нам разгрузить наши лечебные учреждения и замедлить, хотя бы немножко разгрузить наших врачей. Поэтому тут больше обращения к нашему населению, проявить немного ответственности. Еще в апреле этого года Министерство туризма Абхазии разработало рекомендации по организации работы объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В гостинице «Райт» о рекомендациях знают не понаслышке и стараются их соблюдать. Почему, девушка, вы без маски? Вы переболели? Переболели, да, переболели, да. Расскажите нам, как вы принимаете людей? Вот к вам заехали отдыхающие. Рекомендации читали? Рекомендации, да, читали, нам это прислали. Мы все стараемся сказать, есть термометр, есть антисептик, есть очиститель воздуха, если вы посмотрите назад. Да? Мы открываем двери, проветриваем помещение. А так у нас обработка, естественно, идет. Маски, в принципе, они сами, приезжают, а так, если что, у нас они есть. Ну, разметку мы стараемся просить их держать дистанцию, чтобы вот так соблюдали. Допустим, если у вас кто-то заболел коронавирусом, у вас есть стационар, отдельно выделенная комната, чтобы вы могли изолировать? В своем номере изоляции. Дальше принимаются меры по выяснению. Если подтвердится, то дальше будем думать. Пока в случае подтверждения нет. Мы подошли к гостинице в обеденное время. Туристы в порядке очереди ждали, когда откроют ресторан. Как видно, в основном они без масок, а некоторые не соблюдают социальную дистанцию. Переболела, и у меня очень много антител. Поэтому не носите, да? А вы почему не носите, девушка? Мы вакцинированы. А вы почему не носите? Я вакцинированы. Мы приехали все с вакциной. Готовились. В самом ресторане не все столы были расставлены согласно рекомендациям, но были столы, за которыми были рассажены по 2 человека. В самой кухне никто не одевал колпаки и маски. Это уже нарушение санитарных норм. В санатории Амбра Парк на ресепшене находятся санитайзеры, маски и бесконтактный термометр. По словам администраторов санатория, с начала курортного сезона не было ни одного случая заражения COVID-19. У вас есть отдельно выделена комната, допустим, для заболевших, чтобы вы могли изолировать? Скорее всего, в номере, да, у вас? Помимо этого, на ресепшене отеля «Амрапарк» было защитное стекло. Это единственный отель из всех нами осмотренных, где было такое стекло. В бутик отеля «Апсуана Роз» на ресепшене также имелись все защитные принадлежности, но почему-то не на виду. У нас постоянно включена лампа. Соответственно, антисептики у нас установлены. Да, маски. Маски, да, у нас маски есть. Мы периодически их снимаем, чтобы и была возможность подышать воздухом. Да, конечно. Да, конечно, у нас вот здесь вот есть. Показывайте. Пожалуйста. Хорошо. Масочки. Вы стараетесь держать поближе. Да, конечно.
Министерство туризма уже проводило подобные проверки в Сухуми и Новом Афоне. Как отметила начальник контрольного отдела министерства Аида Дбар, в Гагрском районе не проведут ни один день для осмотра объектов размещения. Что хотим сказать по поводу нашей проверки по объектам размещения. Сегодня мы столкнулись с разными моментами, где гостиницы соблюдают все правила, нормы, рекомендованные СЭС выполняются, а есть там, где, конечно, имеются нарушения. Ну, вместе с платясь, мы, я думаю, будем бороться с этим, и будут хорошие результаты в плане того, что у нас не будет расти число заболевших COVID-19. Ну, нарушения – это вот элементарные вещи, которые, в принципе, не то, что там объект размещения, а вот мы сами соблюдаем меры. Это антисептики, это масочный режим, санитайзеры. Ну, то есть люди должны сами понимать, что это опасность. Это, во-первых, должен заботиться о гостях, которые приезжают, персонал должен быть в маске. Соблюдать все нормы, которые, в принципе, отели, гостиницы, объекты размещения уже ознакомлены. Отели, которые были осмотрены комиссией, в общем-то, следовали рекомендациям. Но итоги проверки будут подведены позже. Дениза Герки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.